Тем временем в Коми республиканской клинической больницы разработан план противоэпидемических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Всего по состоянию на 7 апреля в учреждении находилось 230 пациентов и 260 членов медперсонала. Ситуацию накануне поздно вечером лично прокомментировал временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба во время своего традиционного видеообращения к жителям Коми. Мы там локализуем сейчас работы по выводу пациентов с подозрением и с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Выводим их либо в режим самоизоляции на дом, тех, кто позволяет по условиям состояния здоровья, тех, кого не позволяет, выводим в специализированные небольшие учреждения, приспособленные специально для организации обсервации. Работа эта плановая, она продолжается. Республиканская больница открыта на прием нейрохирургических пациентов, потому что это обязательное условие оказания медицинской помощи, поскольку в этой больнице у нас стоит ангиограф и там сосудистое отделение. Как сообщает региональный Минздрав, сейчас в больнице продолжает находиться один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 4 переведены на лечение в республиканскую инфекционную больницу. Ранее один пациент с коронавирусом скончался. У всех пациентов и сотрудников медучреждения, контактировавших с заболевшими, взяты биоматериалы для проведения тестирования. При этом клиническая больница прекратила выписку пациентов до получения 2-го отрицательного анализа. Во всех отделениях проводят дезинфекцию. Весь медперсонал получает профилактическое лечение противовирусными препаратами. Организовано наблюдение и обязательная термометрия. Пациенты с диагнозом ОРВИ также получают противовирусное лечение. В больнице совместно с представителями Федерального медико-биологического агентства и Управления Роспотребнадзора по Коми разработан и будет реализован план противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в медучреждении. Затронул в своем видеообращении Владимир Уйба и вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. Накануне он принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Временно исполняющий обязанности главы Коми доложил об эпидемической ситуации в регионе, а также предложил рассмотреть на федеральном уровне разработанные правительством Коми меры поддержки предпринимателей в условиях действия ограничительных мер. Я обратился к Сергею Семеновичу Собянину, к руководителю федерального штаба, с тем, чтобы поддержать и на федеральном уровне. И такое обращение сегодня мы подготовили в федеральный центр. Одна из таких мер – возмещение предпринимателям, работающим в наиболее уязвимых отраслях экономики, части фактических расходов, связанных с оплатой труда сотрудников, находящихся под риском увольнения. Перечень видов деятельности, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса, которые могут претендовать на первоочередные меры поддержки, утвержден на уровне России и Коми. Таких отраслей в нашем регионе 11. Среди них деятельность по предоставлению продуктов питания, парикмахерских услуг, бытовой ремонт, ремонт техники, услуги дополнительного образования и другие. Кроме того, правительством республики утвержден региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Это предоставление государственных микрозаймов и снижение процентных ставок по ним. Введена и система реструктуризации действующих договоров и предоставления отсрочки по кредитам.